Родители мои в 30-м году были раскулачены и высланы из Саратовской области, теперешний Энгельс, город Энгельс, были высланы в Коми-республику. Везли их в телятниках по железной дороге, а потом на барже. И довезли их до Прилузья, до станции Луза. Вот. Ехали они с двухмесячной девочкой, с дочкой, которую они на Лузе похоронили. Потом их из Прилузья перевезли в Кайгородский район. Есть такой поселок, был такой поселок Вакват, где был сплошной лес. Вот. Лес этот они вырубили до времени, когда построили бараки, они жили в землянках. Вот. Занимались лесозаготовкой, выращивали даже рожь. Выращивали. В общем, как-то выживали. Потом они с 30 по 37 год они жили в Акваде, в поселке, а в 37 году переехали в Кайгородок. И жили мы в мехбаза Кайгородского района. Папа работал в леспромхозе, мама была домохозяйкой. Семья у нас была очень большая, нас 6 человек, детей только было. Вот. А скажите, пожалуйста, вот раскулаченные кулаки, а что, прям такие вот были богатые? Да, была у них 2 коровы и лошадь. И мама всегда рассказывала, что у папы был 1 комплект нижнего белья. Вот, жили, они просто трудились от зари до зари. Да, и был у них работник. Что самое удивительное, когда их выслали, работник этот не остался там. Приехал с ними, с этой семьей, и в 30-м году умер дедушка, бабушка, этот работник и папин брат. 4 они похоронили за зиму 30-го года. Вот. В ссылке? Да, уже вот тут в Акваде. Я родилась в этом Акваде, в Кайгородского района. Вот. А что вас с Германией связывает? Ничего, абсолютно. Для нас Германия была всегда таким же. Ничего абсолютно. Я родилась на Коми-земле. Для меня Коми-республика – родина. Это же моя родина. Я какую Германию? Я знать не знала ни о какой Германии как бы в детстве или там. Это теперь мы вроде как знаем. А получается, ваши родители там побывали? Нет. Мои родители, мои предки были высланы в екатерининские времена, когда вот Екатерина колонистов этих заселяла на берега Волги. Вот тогда ни папа, ни мама никогда в жизни не были ни в какой Германии. И потом и разговаривали они не на чисто немецком языке, а наречие у них было свое. Вот потом, когда я уже встречалась с настоящими немцами, они не понимали почти наш язык. Вот. То есть какие-то воспоминания только о языке остались, да? У родителей? Да. Понятно. Но они не были никогда в Германии. Они были рождены тут же, в России. Дискриминация была очень... Мы же были взяты на учет, как спецпоселенцы. Вот есть у меня справка о реабилитации, где я называюсь. Там Энгель Ида Карловна, дочь кулака немецкой национальности. Вот за что я была взята на учет, будучи родившись тут, на Коми-земле. Я представляла какую-то, видимо, опасность. Хорошо. Абсурд, да? Абсурд. Вот в школе, например, нет. У нас были коми, русские, немцы. Я не ощущала, чтобы кто-то там особо плохо относился к нам, к нашей семье. Нет. Но в войну из-за того, что мы немцы, нас лишали электричества, отключали свет, чтобы мы не пользовались электричеством. Вот это я очень хорошо помню.
И как-то, я помню очень хорошо, у нас дом не закрывал, двери в дом не закрывались. У нас всегда были люди, кто-то всегда у нас ночевал. Мама с папой всех приютят, всех накормят, всех... Особенно после войны же прислали этих военнопленных. У нас в Кайгородке было их очень много. Вот. И как поддерживали они вот этих людей. Да, о чем я забыла сказать, что вот мама очень часто рассказывала, как коми-народ, относились к высланным этим немцам. Говорит, и накормят. И у мамы было очень много подруг среди вот этих коми. Коми-народ хорошо встретил. Вот. Ну, были, конечно, люди, которые и ненавидели, но в основном отношение было хорошее. Вот. А вы в Сыктывкар когда перебрались? В Сыктывкар? В Сыктывкар? Да. В 59-м году. В 59 году, а, наверное, учиться поехали, да, или как? Нет, работать приехала, уже после учебы. Я по специальности была нормировщик леса и сплава. Вот. А мне надо уже было куда-то устроиться на работу. И я зашла в связь. И был такой Степан Михайлович Морозов. Девушка. Да, Иван Павлович Морозов. Не Иван Павлович Морозов, Нет? Степан Михайлович Морозов. А того не знаю. Вот. И говорю, да, мне бы на работу. Он говорит, пойдем, я тебя это самое. Привел меня к главному бухгалтеру управления связи. Такой Николай Александрович Ракин. Вот. Почему он решил, что я могу работать бухгалтером, не знаю. Взял меня безо всякого. Вот. На должность бухгалтера стала я работать и пошла на курсы бухгалтеров. Закончила эти курсы и проработала в связи до самой пенсии. Вышла на пенсию в 90-м году с должности заместителя главного бухгалтера управления связи. Вот в 59-м году вышла замуж, и в 59-м году вот приехала в Сыктывкар и устроилась на работу в управлении связи, проработала всю жизнь. Жили мы, здание почты было тоже деревянное двухэтажное здание. Вот. Рядом с ним, это было Ленина 60, здание управления связи, почты, тогда узел связи называлось, не почтамт. Вот. Рядом дом 62 и 64. Два деревянных двухэтажных дома. Вот в одном из этих домов мы и жили. Вот этот Николай Александрович Ракин, главный бухгалтер, он дал путевку в жизнь. Он меня отправил учиться, и он мне выхлопотал комнату, в которой мы прожили 9 лет. Это был барак. Вот. Была 15-метровая, наверное, комната. Там у нас родилась старшая дочь в 1962 году. Вот. И жили до самого... В первый класс мы уже квартиру получили. Наши бараки стояли, знаете где? Вот представьте теперь здание Ростелекома. Да. Да, вот так она как Вот тут наши бараки стояли. Так они так вот Да. стояли, как бы, лицом к площади. К площади. То есть, получается, вы там и работали, и рядом Да, жили? и рядом жила. Вот так вот. Да. Они там и так и жили. И садик был рядом с вычегдой. Был деревянный двухэтажный садик. Рядом с вычегдой. Вот туда ходила моя Таня. А вот скажите, а вот вас как-то идеология затронула? Вот пионерия, комсомол, вот вы это всё- Естественно, мы пионеры и в комсомольской организации, и это, конечно, я пионерка и комсомолка. Как же нет? И идеал бы, Господи, конечно, мы верили, как... Мы плакали, когда умер Сталин. Конечно. Настолько мы были так воспитаны, мы так вот воспринимали это все. А как вот? Мы тогда не думали, что это. Мы не понимали, что вот какую роль там этот Сталин сыграл в судьбе наших родителей. Да, я уже о своей-то не говорю. Это теперь с высоты своих лет я представляю, что пережили наши родители. О себе я не говорю, ничего особенного там не было. Ну, пару раз там кто-то сказал, что немка, ну, это самое. Вот. А вот родителей-то очень жалко, что на их долю выпало. Что они рассказывали? Очень мало, очень мало. Немного рассказывал. Особенно папа, он старался, ну-ка не говорить. Они, видно, были
настолько боялись чего-то лишнее сказать. Ну, у них же обида была. Конечно. Ну, конечно, было. У них отобрали все нажитое, что они вот трудом, непосильным трудом, будем так говорить, было нажито. Они же все оставили там. Вот представьте себе, с двухмесячным ребеночком их выставили и вот в таких нечеловеческих условиях везли. И умер этот ребенок. Вот, конечно, была обида. Как же нет? Представьте себя на их месте. Я не знала своих вот родственников, вообще никого не знала. Маминых родных выслали в Казахстан. Я никогда не видела свою бабушку, дедушку. Никогда этих там же это самое не разрешали, не переписывались и это самое. Еще в разные места. Да, конечно. Папа с мамой вот с этими вот, которых я уже перечислила, это были родственники папы. Мама вышла замуж, и вот это были родственники папы. А маминых родственников я вообще даже не знала. Они в Казахстане. Я не знаю, что такое бабушка. Никто косичку не заплел ни разу. И в семье папа всегда говорил, надо говорите по-немецки, чтобы вы не забыли язык. А мы его все равно забыли. Вышли замуж за русских. На своем языке уже было разговаривать не с кем, и потихоньку язык-то и забылся. Вот. Я вот теперь разговаривать по-немецки-то не могу. Я его забыла. Понять-то по нему, а для меня коми язык ближе.